Книга Алексея Кулаковского, побывавшая в космосе, теперь находится в Якутском государственном музее имени Емельяна Ярославского. Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко на днях передал в дар музея уникальное издание выдающегося политического деятеля и поэта. Она провела с ним на орбите все 142 дня полета. Подробности в материале Саргаланы Захаровой. Сперва малый Исаах состоится, то есть праздник в пределах рода. Потом средний Исаах состоится, то есть праздник родов соседних. А потом Исаах Великий, а потом Исаах Широкий. Праздник всех веселых якутов. Это произошло полгода назад. В год литературы в России из космоса прозвучали всего два произведения. Обязательный отрывок из романа Льва Толстого «Война и мир» и первое стихотворение на русском языке якутского поэта Алексея Кулаковского «Алгыс». У меня вызвало огромное уважение мысли Кулаковского о гуманизме, потому что это очень актуально и современно в нашем нынешнем мире. И его желание воззрения о светлом будущем как народов Якутии, народа Якутии, так и народов, населяющих территорию России. Примечательный факт, что специально для этого события книгу издали в единственном экземпляре, и весит она всего 40 грамм. Но несмотря на маленький размер, она сыграла большую роль в истории полета. Томик, который находился со мной 142 дня в космосе, он бы находился немножко больше, но вот, к сожалению, перед полетом случилась авария, взорвалась третья ступень, корабль «Прогресс» погиб, я полетел на 2 месяца позже, но я думаю, что вот, может быть, слова Алгыста меня и помогли и сохранили в этой ситуации. На церемонии передачи книги в музей первый заместитель председателя правительства республики Юрий Куприянов отметил, что это событие – высокое достижение для якутского народа и большой комплимент якутянам от космонавта. Мы действительно очень всеохватный народ, гордый народ. Народ, который хочет, чтобы в этот день, в эти дни, когда у нас исехи происходят по всей территории нашей республики, эти слова благоденствия Алгыса, которые побывал на космос, звучали для всего человечества. Пожелание жить в мире, добра, солнца, радости в этом мире – это наш комплимент якутского народа всему миру. Стоит отметить, это не первый подарок летчика-космонавта якутскому народу. В 2011 году на борту МКС он сыграл на хомусе. И к своему 4-му полету он предложил подготовить еще что-нибудь интересное для приобщения молодежи к якутской культуре. Саргалана Захарова, Гавриил Дечков, НВК Саха, Якутск.